древних времен и до нынешних дней. В сказках и в мире обычных людей вместе с любовью разлука идет. Рядом с обманом надежда живет. Робко забрежет мечты огонек. Он от тебя бесконечно далек. Но как бы ни было трудно в пути, мне до него очень надо дойти. Я пройду через все, если ты со мной. Пусть лихие ветра и дожди чередой, если мы будем вместе, достанем до слез. И не будет ни страха, ни боли, ни слез. Самая прекрасная принцесса на всей земле. Знакомы с ней с самого рождения. Все детство провели вместе. Приезжали друг к другу в гости, дурачились, играли, шалили. С ней было так интересно, пока не появился этот советник. Да. Ведь это он сказал королю, что принцессе не следует водить знакомство с теми, кто ей, неровня. Королевство-то мое совсем маленькое. Ну и король запретил нам видеться. Но я ни на минуту не забывал о моей принцессе, о прекрасной Аделии. А ведь она уже теперь совсем взрослая. Какая нежная, Какая изящная, воздушная. И такая красивая, как моя матушка. А если они так похожи? Ну, что? Значит, ей обязательно понравятся мои подарки. Вот, удивительный розовый куст. Цветет он только раз в 5 лет, и появляется на нем одна единственная роза. о, как сладок ее аромат! Понюхаешь, и сразу забываются все твои горести и печали. Чудесная роза. А еще я полюбил этого великолепного соловья. О-ля-ля! Поет он так, будто в горлышке у него собраны самые чудесные напевы на свете. Это самые милые моему сердцу напевы. Принцесса по достоинству оценит все твои подарки. Да, и примет мое предложение руки и сердца. Ой. А то! И пускай королевство мое маленькое, зато какое-никакое, но все-таки королевство. Смеешь так нагло и бесцеремонно торгаться во владении его величества Карла 29-го и отвлекать нас от дел государственной важности. Принц из соседнего королевства. Добро пожаловать, ваше высочество! Ну что, не разорилось еще ваше королевство? Послушайте, советник, я хоть и из обедневшего, но очень древнего и именитого королевского рода. Да! Так что не намерен терпеть насмешки какого-то советника, Да! который исполняет обязанности стражника, Да! дворника Вот-вот! и повара. Oui! Вы еще не всех уволили. Все, что я делаю в рамках управления персоналом, я делаю ради сохранения казны. Так что вакансий свободных на сегодняшний день нет. Можете оставить резюме. Мы вам позвоним. Подождите, я не с этим пришел.
меня к вам важное поручение. В знак моего искреннего восхищения и любви передайте, пожалуйста, принцессе эти скромные подарки. Да, действительно скромный. Я намерен дождаться ответа ее высочества. Так что поторопитесь, господин советник. Вы же еще теперь главный посыльный. Слушаюсь, ваше высочество. Бегу и спотыкаюсь! Дерзкий мальчишка. Своими подарками он может нарушить ход моих планов. Не дай бог принцесса примет его подарки. Когда он станет королем, он предложит мне руку и сердце, он будет управлять королевством, а меня уволят и отправят пасти свиней. Я так ненавижу эти пятачки, эти хвостики, этих длут. Это мой трон, это мое королевство, я буду им управлять. Все идет по моему плану, по моему грандиозному плану. Я прочитал книгу 100 лучших способов служения короля. Там сказано: уволить стражника, выполнено, уволить повара, выполнено, уволить дворника, выполнено. Нужно внести еще один пункт. Избавиться от принца. Но пойми, это дело государственной важности. Но я обещал, что следующий танец ты станцуешь с главным министром. Папа, но ведь у нас в королевстве нет главного министра. Уже есть. Вот приказ. В целях экономии средств казны уволить министра образования, министра культуры и министра здравоохранения и всех остальных министров.
заботишься о безопасности казны, о вашем благе, ваше величество, о вашей безопасности, принцесса. Ой, ну что бы я делал без тебя, мой любезный друг? Но ты же моя надежда, да ты же моя опора. Да, вы такой умный, обаятельный, сильный. Ваше величество, у меня дело государственной важности. А в чем дело? Закончился шоколад? Я так и знал. Шоколадный кризис. Все пропало. Я, пожалуй, пойду. Нет, останьтесь. С шоколадом все в порядке. Моя дорогая принцесса. Ну, слава богу. А в чем дело? А дело в том, что вы помните принца из соседнего королевства? Ну, того, что забыл. Клауса? Ну, конечно, помню, это ведь мой друг детства. Он вечно что-нибудь мастерил, изобретал. Когда мы были маленькие, но мы же все время проводили вместе. Дурачились, шалили, играли, веселились. Пока мне не объяснили, что подобное поведение не подобает для принцессы. И все наши игры и шалости неприемлемы. Но я часто вспоминаю те далекие дни. Моя дорогая, мы все очень ценим ваши воспоминания. Но давайте оставим в прошлом и поговорим о делах сегодняшних. Говорим с вами, ваше величество. А в чем дело? Дело в том, что этот самый принц Клаус решил подарить нашей милой принцессе вот эти вот безделушки. И решил, что вот за эту дрянь он получит руку и сердце нашей принцессы. Подарки? От Клауса подарки! Покажите, а как интересно. Вот, смотрите, это роза. Как мило сделано. Мало сказать мило. Можно сказать, недурно. Папа! Она не искусственная, она настоящая! Ой, какая красивая! И почему это раньше мне никто не дарил настоящие розы? А почему она только одна? Немедленно. Почему? Надо, 100, нет, 1000, нет, я хочу 1 000 000, а Я хочу. Моя дорогая, розы, которые растут из земли, на них уйма бактерий, на них уйма грязи. Да! Вот, они колючие. Она меня уколола. Какой ужас. Ну, погоди сердиться. Давайте посмотрим второй подарок. Мне уже все понятно, что и от второго подарка ничего хорошего ждать не приходится. О, бесподобно. Великолепно. Ой, ну надеюсь, хоть птица не настоящая. Самое, что ни на есть настоящее. Обыкновенная кукушка. И ничего больше. Ну как можно приносить во дворец такую дрянь? Дочки! Но его пение так прекрасно. Кстати, а почему это у нас в саду нет соловьев? И никто не поет мне такие чудесные песни? Немедленно хочу 1 000 000 соловьев. Моя дорогая, но эти птицы будут просыпаться ни свет, ни заря. Будут будить вас. Да, это значит, что принцесса не выспится и не будет так великолепно выглядеть, как ей положено. Ваше Величество, ну что, прикажете птичку в печь? Ой! Но она же живая. А давайте мы отпустим его, и пусть он летит куда-нибудь в другое место и мешает спать кому-нибудь другому. Приказываю всех в сад выпускать соловья. Всех в сад. Простите, я забыл.
Ты как всегда, когда ждешь. Время тянется так бесконечно. Да, долго. А может быть, ей так понравился мой соловей, что она заслушалась и забыла обо всем на свете? Наверное. Или же ей понравилась моя роза. Она засмотрелась на нее и не помнит, который час. Его Величество Карл 29 и Аделя Несравненная просят пройти вас в зал для особо важных гостей. Добро пожаловать! Сказал бы я вам, если бы ваши подарки были достойны этого дворца, а не тот мусор, который вы несете. Да как вы смеете? Я надеюсь, вам не следует вести себя. Что вас здесь больше никто не ждет. И, пожалуйста, не задерживайтесь в нашем порядочном королевстве. Вот. Избавиться от принципа. Ага! Можете остаться. У нас пропасть свиней пасти некому. Должность свинопаса вас не интересует? Приберегите эту должность для кого-то другого. Для другого! Для кого-нибудь другого! 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 Ха-ха! Ну. Маша, красоточка, давайте есть, давайте. Я бросаю, давай. Опа, ура, ура, посмотрите, опа, ура, моя очередь, Федя. Вот, ну, больше. Конфетка, Бахадыри! Ну почему господин советник не обращает на меня никакого внимания? Я одеваюсь по последнему списку моды. Ну, смотрите. Я знаю, самое грациозное танцевальное движение. Для помощи дарили и множество других смесей. Да я не замужняя фрейлина, самого растения красоты и лет. А он? Ну что мне сделать, чтобы ему понравиться? ну что ты в нем нашла? Он злой, противный. Да? Мне даже из-за него папа запретил мне общаться с моим единственным другом. Ну да, господин советник может быть не безупречен, но женщине в моем положении и возрасте это не столь уж важно. Куда важнее иметь статус замужней дамы, а тут уж не до мелочей. Ну мне просто необходимо его внимание, я хочу замуж. Ну какая вы? Ну давайте, просто не хватает какой-нибудь изюминки. Ну, допустим, Мушки? Я
прибыл из дальнего королевства. Там все благородные девушки носят на своем лице мушку. Я не знаю. Решено. Мушку. Ну-ка. Держите. И новую прическу. Прошу вас. Вот сюда. Сейчас в моде стиль икебана. Икебана? Так, вот так. Так. Вот. Красота. Совсем другое дело. А, вы уверены, что сработает? У вашего объекта внимания просто нет шансов устоять. Определенно. Да, осторожно, икебана. Кто этот чудной человек? Я раньше никогда его здесь не встречала. Это наш новый свинопас. Он у нас совсем недавно. Такой выдумщик, все время что-то выдумывает, изобретает. Должна быть очень образованным. Вы слушайте, Откуда эта дивная мелодия? ой, какая Это изобрел я, волшебный горшочек. Он увешан колокольчиками. Но самое главное, самое главное? самое главное в этом горшочке то, что если подержать над паром, вы меня слушаете внимательно, если подержать над паром палец, можно узнать, что у кого готовится в королевстве. Я считаю, что у каждой принцессы должен быть такой горшочек. Это гораздо интереснее, чем бесконечные баллы. Гретхен, я согласна купить эту вещицу. Узнай, что он за нее. Послушай, свинопас, мы готовы купить тебе этот горшочек. Что ты за него хочешь? Он не продается. Что? Как это не продается? Да как ты смеешь отказывать принцессе? Гретхен, Да? мне просто необходим этот волшебный горшочек. Хочу этот волшебный горшочек. Тише, ваше высочество. Послушай, свинопас, если ты не продашь нам этот горшочек, то принцесса пожалуется королю и тебя посадят в темницу. Я думаю, голову. При всем уважении к вам, принцесса, и к вам, милая госпожа, вашему положению и возрасту, я не боюсь. Этот горшочек не продается. Ну, разве что я соглашусь отдать его. Отдать его за 10 поцелуев принцессы. Что? Да как ты смеешь, свинопас? Послушай, давай я предложу тебе 20 поцелуев моей дорогой, красивой Фрейлины. Я согласна. Нет. 10 поцелуев принцессы или горшочек останется у меня. Где это видно, чтобы принцесса целовала свинопас? Да. Всего хорошего, милые дамы. Я согласна. Гретхен, Да? прикрой
Какая неслыханная дерзость! Не хватало, чтобы принцесса влюбилась в этого наглого свинопаса! Нужно внести новый бог. Избавиться от свинопаса! Тому назад долгий плен я дал себе такой обет, забыв про совесть, стыд и срам, идти вперед по головам. Настанет срок, наступит час, и будет горьким он для вас, на ваше горе и беду. Но це я своей приду, из грязи в князи поднимусь, заветной я мечты добьюсь. Ведь у меня среди вещей случайных нету мелочей. Совсем не сложно для меня быть лучшим другом короля. Ведь как слепой мне верит он, а мне лишь нужен только трон. Желаю я, чтоб все вокруг служили мне, как сотни слуг. Я наизнанку вывернусь, но до короны доберусь. Из грязи в князи поднимусь, заветной я мечты добьюсь. Ведь у меня среди вещей случайных нету мелочей. Принцесса осталась очень довольна своим приобретением. Да, весь вечер и весь день стоял на огне горшочек. Вот вот гадости-то было! И это, теперь в городе не осталось ни одного дома, про который бы принцесса не знала, что там это готовят. Они хлопали в ладоши и прыгали от радости. Теперь мы знаем, у кого в городе сладкие супы, блинчики. А еще знаем, у кого каша и свиные котлеты. Как интересно. В высшей степени интересно. Так, ваше высочество, а теперь давайте посмотрим, что сегодня на ужин у советника. Нет, я хочу посмотреть, что на ужин у свинопаса. Что? Не держи язык за зубами, ведь я дочь короля. Помилуй. Вот он, трон. Скоро он будет моим. Скоро я буду властвовать этим королевством. Приведите ко мне грязного свинопаса. Отрубить голову грязному свинопасу. Ваше Величество, пожалуйста, не надо. Не буду тебе пощады, грязный свинопас!
правда ли? Погода сегодня так себе, да и у вас что-то с головой. Что вы имеете в виду? Это моя новая прическа. Сейчас все модницы носят такие. Последний писк моды, так сказать. Я люблю веселье, я люблю баллы. Для меня затишье словно кандалы. Для меня он рыцарь, для меня он князь. Это что за гадость? Это что за грязь? Боже, что такое? Ах, какой конфуз! Верно, это брызг шоколадный мусс. Ах, вам не по нраву мушка на лице. Это непристойно! Вы же во дворце! Может, ярче глазки, может, легче шаг. Может, мне вот так вот или как-то так. Ну же, говорите, что мне делать ну? Мне коня, корону, принцессу и казну! Советник, ах, вот вы где, а я вас везде ищу. Послушайте, советник, мне пришла на ум замечательная идея. Все идеи, что приходят на ваш ум, Ваше Величество, все замечательные без исключения. Правда? Вот правда. Что ты облысился своими замечательными идеями? Мне тоже с вами нужно поговорить, Ваше Величество. Серьезно? О чем? Опять кого-нибудь надо сократить? Вы, как всегда, зрите корень, Ваше Величество. Что, правда? Правда. А кого на этот раз? У нас ведь уже никого не осталось. Ваше Величество, я считаю, что должность свинопаса не должен занимать человек неквалифицированный, без диплома, прямо скажем, профан и невежа. Как рыцарь и кричат: «Король! Защити меня! Защити меня!» Кто же будет тогда пасти свиней? И такого человека, как вы, нам нужно меня идти. Пожалуй, вы единственный профессионал, имеющий профессиональный диплом свинопаса. Кому, как и вам, придется заменить эту деревню на его посту. Если вы согласны, увольняйте его немедленно и приступайте к его обязанностям. Нет! Что, Ваше Величество, нет! Не могу оставить вас одного с этим грузом проблем. Оставить одного наедине с этой непосильной ношей государственной темы. Прошу. А я его потом научу всем двигаться громадными глазами. Да. Ваше Величество! Ты заметил, что в последнее время принцесса какая-то грустная? Она ничего не радуется и не веселится. Это несмотря на то, что я стараюсь сделать жизнь яркой и веселой. Разве я ее устраиваю каждый день прекрасные балы? Не кормлю всякими вкусными лакомствами. Кстати, я уже столько времени уделяю государственным делам, а ты не занимаешься готовкой. Может, все-таки зря мы уволили повара. Да и лакомство в последнее время как-то не очень. Нет! Что вы, Ваше Величество! Зачем нам держать в штате этого бездельника Гамареда повара? Экономика должна быть экономной. Ваше Величество, я сам умею готовить. Кстати. Ваше Величество! Ваше Величество! Не хочу я. Нет, у меня еще кусочек шоколада. Я их потом перекушу.
последнее время какая-то стала грустной. Может быть, я зря и запретил встречаться с Клаусом. Ну, соседи придут, что принес не подарок. Нет! Что? Ваше Величество, все решения, которые вы принимаете, неправильные. И не должна, и не может наша принцесса встречаться с тем, кто ее ровно не по статусу, не по состоянию. Это Клаус тоже, в принципе, и приедет. Какая разница, Ваше Величество, вам все равно нищеброд. А есть разница. Есть разница, дорогой советник. То, что он, в принципе, это даже очень важно. Вот мне пришла идея, выйдем замуж за принца. Я знал, дорогой советник, что тебе понравится моя гениальная идея. Немедленно иди и пиши приглашение для Клауса. Начинаем подготовку к свадьбе! Я сделаю все! Ваше Величество, я сделаю все! Чтобы помешать этому событию. В моей книге 100 способов совершения этой рассказа. Захватите армию, флот, почту, телеграф. Этот способ не годится. Вот! Положите 2 столовые ложки яду. Пищу. Нет, этот способ не годится. Вот! Легкий способ завоевания власти. Жениться на дочке короля! Мечтала с самых юных лет простой девчонкой быть счастливой, не знать проблемы горьких бед, всегда веселой быть счастливой, по травке бегать босиком, ловить зайчком больших стрекоз, построить свой уютный дом, где будет много-много раз. Где будет соловей напев,
это сохранять бодрость духа. Ну-ка, утрите слезки, утрите. Так, ну, хватит, так, Надо что-то придумать. Терпеть не могу, когда девчонки плачут. А как вам вот это? Ой, действительно, весьма оригинальная вещица. Вот видите, все не так уж и плохо. А с этой замечательной трещоткой у вас всегда будет хорошее настроение. Откуда она у тебя? Я изобрел ее, когда мне было грустно. Ну, это же бесподобно. Восхитительно. И я ничего подобного не слышала. Гретхен, спроси, что он хочет за эту вещицу. Ну уж не целоваться я больше не буду. Ой, батюшка свинопас. Ну, готовы купить тебе трещотку, сколько ты за нее хочешь? Ого, сущие пустяки. 100 поцелуев принцессы. Что? Ну, ты... Это возмутительно. А, да. Ты верно сумасшедший? Вообще-то я дочь короля. Да. Но ведь искусство надо поощрять. Гретхен, скажи ему, что я согласна. Ну, давай за 10. Нет, 100. 100. 10. 10. 100. 100. 10. 10. 100. 10. 100. 10. 100. 10. 100. 10. Гретхен, становись вокруг. Пойдемте. Давай. Раз, два, три, 4, 5. 9, 10. Какая несмотренная дерзость! Нужно это немедленно остановить. Нужно сообщить королю. Ваше Величество! Ваше Величество! Ваше Величество! Что случилось? Что случилось? Что, пожар? Нет, хуже, Ваше Величество, гораздо хуже. Что? У нас кончился шоколад. С шоколадом все в порядке. Тогда что ты такая? Ну что ты меня пугаешь? Вам нужно увидеть это все своими глазами. Адель! А ты еще и с кем? О боже, мне дурно. Папа! Ваше Величество. Адель! Какая низость! Какая подлость! Что скажут соседние короли, когда узнают об этом? А? Они узнают об этом! Адель, я так мечтал, что ты будешь замуж за принц. И со временем станешь королем. Папа, ну я не хочу! Принцесса сошла с ума! Но, Ваше Величество, я готов избавить вас от позора и жениться на принцессе. Ой, нет! Только не это! У вас, моя дорогая, только два выбора. Либо вы выходите замуж, либо вы становитесь свинопаской! Выбирайте! А ну и пусть! Пусть я буду женой свинопаса. Он один здесь настоящий. Папа, я очень тебя люблю, но я не хочу замуж за принца, которого совсем-совсем не знаю. Я хочу слушать пение настоящего соловья, а не механической птицы. Хочу вдыхать аромат настоящих цветов, а не душиться духами. Хочу жить настоящей жизнью, любить и быть.
Ну это же невозможно! Это возможно. Замолчи, грязный свинопас! Боюсь огорчить вас, советник, но я вовсе не свинопас. Я принц Клаус. Я отправил тебе в подарок самые дорогие моему сердцу вещи, прекрасную розу и великолепного соловья. Но был поднят насмех этим советником. Когда я переоделся в свинопаса, и многое понял и увидел. Что ты увидел, свинопас? Ах, простите, ваше высочество! Я увидел, что советник потихоньку пытается прибрать к рукам королевство, что он обманывает вас, ваше величество, и хочет сам стать королем. Взять его! Смотри! Что? Этого не бывает! Глава 62! Если вас разоблачили, возьмите корону силой! Силой, ваше величество! Взять его! Зачищайся! Отрубите ему голову! Давай пощадим его. Давай не будем портить этот счастливый день. Хорошо, дитя мое, давай. Иди, паси свиней, дипломированный специалист. Вакансия свободна! Да. Иди. Ваше Величество, вы так великодушны. А еще я увидел, что принцесса осталась такой же, как в моем детстве, настоящей, моей Аделе. Ваше Величество, я прошу руки вашей дочери. Благословляю вас, дети мои. А теперь день свадьбы, торжественный бал! В шелесте книжных страниц ты услышь голоса дивных птиц, звуки дальнего поля и песню огня, и мелодию сердца, что греет меня. Наши шалости скрылись вдали, покидают печаль корабли. Через годы пройду, но всегда сохраню память той моей первой любви. Пусть летит ветра и дожди чередой, я пройду через все, если ты со мной, и не будет ни страха, ни боли, ни слез. Если мы будем рядом, мы достанем до слез. Если мы будем рядом, достанем до слез.
Здравствуйте.